Отслужить нужно, так как это опыт жизненный. Сегодня школьники, а завтра уже солдаты. Для будущих защитников Отечества провели экскурсию по воинской части и мемориалу памяти и славы. Разные истории, судьбы, лица и фамилии, но одна большая родословная, которая связывает всех Кукурхоевых. Факты и документы как богатое наследие потомков. Выставку «Летопись истории рода Кукурхоевых» презентовали в Насыркорте. Берегись автомобиля, за рулем несовершеннолетний. Почему на дорогу выезжают водители без прав и каковы цифры статистики аварий в регионе за неделю? Больше всех мне нравятся стихи его про Кавказ. Мне нравится, как он выражает любовь к Кавказу. 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. В Музее краеведения открылась выставка, посвященная жизни и творчеству поэта. Не ходите никуда, подходите все сюда, правда, все дешево. Творческие идеи детей на любой вкус и карман. Дары осени. Традиционная выставка-ярмарка прошла в 12-й школе Назрани. На канале «Ингушетия» время вечерних новостей. Здравствуйте. Сегодня под председательством премьер-министра Ингушетии Константина Сурикова состоялось совещание о развитии физической культуры и спорта в регионе при участии вице-премьера Марьям Амриевой, депутата Государственной Думы России Алихана Харсиева, олимпийского чемпиона Исраила Арсамакова, а также представителей Минспорта Ингушетии. Присутствующие обсудили текущую деятельность спортивных комплексов республики, проанализировали работу спортивных федераций, наметили планы на 2020 год. Исполняющий обязанности министра спорта региона Магомед Мургустов сообщил, что в целях развития физической культуры и спорта и пропаганды здорового образа жизни в республике в прошлом и текущем году проведено 119 спортивно-массовых мероприятий. Также в 2019 году будут реализованы мероприятия регионального проекта «Спорт. Норма жизни», нацпроекта «Демография». В частности, закупка спортивно-технологического оборудования, создание и модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, завершение строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Сагапши и Насыркорте. Кроме того, в следующем году запланировано строительство ФОКа в сельском поселении Барсуки и реконструкция республиканского спортивного тренировочного центра «Мужичи». Константин Суриков подчеркнул, что спортивная инфраструктура региона должна соответствовать современным тенденциям, быть доступной для населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам премьера, положительное отношение к физической культуре и спорту должно закладываться в дошкольных учреждениях и школах. Отметим, ингушские спортсмены, участвуя во всероссийских международных соревнованиях за 2018 год и на 1 октября 2019 года, завоевали 490 золотых, 323 серебряные и 413 бронзовых медалей. Спорт именно то, что делает жизнь веселее, лучше, да, здоровее. Ну и обязательно, конечно, спорт высших достижений – это одно, а развитие детского спорта и физкультуры в школах – это совершенно другое. Сейчас мы видим, что страна уделяет большое внимание не только развитию профессионального спорта, но создают ФОКи, да, спортивные сооружения всевозможные. У нас здесь даже и 2 ледовые арены есть. Вот. По-моему, ни у кого на Северном Кавказе такого нет. То есть сейчас строятся хорошие, очень такие и дворцы спорта, и школы с хорошими площадками спортивными. Но к этому ко всему надо, конечно, иметь определенную стратегию развития, понимать, как этим заниматься по каждому направлению. Если это футбол, то мы четко должны понимать, что мы делаем в развитии футбола. В футболе высших достижений, детского футбола. Если это борьба, но борьба тут, я так понимаю, здесь проблем больших нету, хотя, может быть, они и есть. Раз есть много чемпионов, да, и вся республика этим занимается, наверное, здесь более-менее как-то все налажено. Тем не менее, тоже интересно послушать тренеров, какие есть проблемы.
В Ингушетии до конца текущего года откроют 4 детских сада. В рамках нацпроекта «Демография» уже завершено строительство 5 детских садов на 1100 мест, а до конца года планируют ввести в эксплуатацию еще 4 общей численностью 880 мест. Также начато строительство 9 объектов на 1980 мест с вводом в эксплуатацию в 2020 году. По данным Минобра региона, в течение 5 предыдущих лет местами в детсадах обеспечено более 60 дошколят, около 7 тысяч еще ждут очереди в дошкольные учреждения. 120 призывников отправит Ингушетия в ряды вооруженных сил России в ходе стартовавшей 1 октября осенней призывной кампании. Новобранцы проходят необходимые этапы подготовки перед отправкой, в том числе и медкомиссию. Ну а тем, кому только в будущем предстоит отдать долг родине, опытные офицеры на практике объясняют и показывают все тонкости военного дела. Для школьников провели экскурсию по войсковой части в Назране и мемориалу памяти и славы. Репортаж Дианы Дударовой. Сегодня вооруженные силы стали обеспеченным и вооружением, и оружием. И все условия сегодня есть. Заниматься спортом, стать военнослужащим и быть военным, поступить в военные вузы. Ко дню призывника будущим защитникам Родины собравшиеся напоминают, они будущее страны, на которых возлагаются большие надежды. На мемориале памяти и славы уже демонстрируют свою дисциплинированность десятки парней, которые собрались ровным строем. Будущие бойцы, пока еще не в военной форме, на праздничном мероприятии получают свой адрес наставления и пожелания почетных гостей. Это гордость защищать Отечество, это значит, тебе доверили оружие, чтобы ты защищал покой, стабильность, мирную жизнь родственников, друзей, товарищей, народа, государства. Сегодня у молодых ребят есть возможность лично пообщаться с людьми, которые военному делу посвятили не 1 десяток лет. Так военком республики Тимур Мистоев знает не понаслышке, что для подготовки к армейской службе прежде всего необходимы знания, дисциплина и физическая подготовка. Может быть, где-то подтянуться в спорте, это где-то в учебе. Поэтому еще есть время для них. Вот год-два есть время, и я надеюсь, что они уже там себя покажут. Потому что мы отправляем по всей России ребят, это начиная и от Северного Кавказа, кончая и Дальним Востоком, и Москва, и Калуга, и Оренбург. То есть диапазон очень большой, поэтому они будут представлять нашу маленькую республику. И хотелось бы, чтобы это было достойно, красиво. Возможно, не всем этим ребятам удастся отслужить, но окунуться в атмосферу армейской жизни сегодня повезло всем. Для школьников организовали экскурсию по военной части. За новыми впечатлениями и знаниями молодые ребята направляются, пытаясь идти ровным строем. Спецназ в показательных выступлениях для юных гостей демонстрирует навыки боя. Автоматные очереди и недетские бои молодых ребят не пугают. Военно-патриотическое воспитание им прививают и родные, отцы и братья, которые уже побывали в армии. Большинство из ребят знакомы с армейскими историями и давно успели сделать для себя вывод – послужить Отечеству до каждого мужчины. Я считаю, отслужить нужно, так как это опыт жизненный. Думаю, необходимо до армии заниматься спортом. Это самое главное в армии. Еще нужно быть ответственным, скорее всего. Папа мне рассказывал, как они там служили, что много чего рассказал, я даже не помню. Брат у меня служил в армии 2 года. Они мне говорили, что каждый должен пойти в армию, это очень важно для человека. Но я тоже хочу пойти в армию после учебы, не знаю, получится ли мне. Особое внимание ребят на экскурсии привлек грозный танк, встречающий всех прямо от порога военной части. На боевую бронированную машину забираются, не жалея костюмы. Сегодня многим доводится впервые видеть, как она выглядит изнутри. Однако военная техника не всем пришлась по душе. Здесь же военнослужащие части знакомят гостей с настоящим боевым оружием. В общем, будущие призывники экскурсии в целом довольны и понимают, что стать солдатом далеко не просто, но это никак не отбивает их желание служить в вооруженных силах страны. Больше всего мне понравился спецназ и оружие, транспорт и УАЗик, это все мне не нравится.
каждый мужик, потому что он воин этой страны, он должен быть сильным и сильным с духом, и не быть трусом. О порядке прохождения службы в армии России, воинском уставе и условиях применения оружия будущим защитникам Родины рассказали. В свою очередь военнослужащие дали совет тем, кто уже решил служить Отечеству. Не тратить время зря, заниматься спортом и набираться знаний. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24. Со слов к практике: разборка, сборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, бег на 100 метров, метание гранаты. Это далеко не весь список заданий, которые предстояло выполнить участникам республиканской спартакиады молодежи до призывного возраста на Кубок главы Ингушетии. Настоящий спортивный праздник проходил сегодня в Центре военно-патриотического воспитания молодежи в Малгобеке. В числе участников команды нескольких школ Малгобекского района. Подробности у Светланы Томовой. По команде к разбору сборки автомата приступить. Умар Хамчиев показывает свои навыки владения АК-47. Учебно-тренировочный автомат в руках юнормейца словно разваливается по частям и механизмам. По его словам, все детали необходимо класть отдельно друг от друга в порядке разбора. Не прилагать излишних усилий и не делать резких движений. Тогда и результат станет рекордным среди участников спартакиады. Армия угож нақдын дир. Школе ушхан 21 ухдура результат. Ну очень кажется, нервничать 23. Посвятить себя военно-патриотическому делу, а в перспективе выбрать военную стезю для службы Отечеству. Таковы планы юнормейцев, взявшихся испытать на выносливость себя и своих товарищей. Допризывное поколение охотно выступает в таких соревнованиях. Малгобекский район – кузница мастеров в военном деле, рассказывает Усман Евлоев. Я думаю, что они покажут прекрасные результаты, которые им будут необходимы, когда они будут призваны на военно-действительную службу. Для того, чтобы показать, что призывники Ингушетии могут достойно представлять свою республику. Точное попадание учебной ручной противотанковой гранаты в цель и главный судья Магомед Буружев ставит отметку у себя в тетради. Мишень с цифрой 5 – это цель для устранения на условном поле боя. Он рассказал, кто был лучшим на дисциплине метания гранаты. Ребята старались попасть в первый квадрат. У нас там 3 квадрата, метр на метр, 3 на 3 и 5 на 5. То если в первый квадрат, самый маленький квадрат, там будет у нас 5 очков, второй квадрат 3 очка и самый большой квадрат 5 на 5, там 1 очко. 2 человека у нас попали в самый маленький квадрат. Самый лучший у нас получается школа из сельского поселения Инарки. У них в общем 8 очков у них в общем. Выполнение подтягиваний на перекладине требует соблюдения простых технических правил. Аккуратно и без рывков, усилиями плеч и локтевого сустава. Так выполняют эти упражнения Джабраил Давтмурзиев и Бекхан Картоев. Стадион соревнуюсь, 28 халырсы, 26 махалындыр. Тахан первый раз соревноваюсь, результатах, для результатов. Борите зера. Анзал сприт моя леняца, так что среднего тренировки шамовцы. 100-метровый забег уже выявил победителя по своей дисциплине. Им оказался Чермоев Абдулмалик. Эту дистанцию он преодолел за 12,8 секунду. Прежде всего это физика, нужно качать ноги. И тоже техника огромное тоже влияние оказывает. Это самое главное, это не проспать старт. Когда ты бежишь на большие расстояния, это 2 вдоха, 1 выдох лучше делать, чтобы не тратить всю выносливость. Выше, быстрее, сильнее. Спартакиада, уже ставшая традицией, собирает лучших из лучших с каждого района, чтобы затем сойтись в бескомпромиссной схватке в региональном масштабе. Отборочные соревнования в Малгобекском районе уже выявили сильнейших. Первое место и путевку на финал 27 числа награждается команда СОШ номер 7 сельского поселения Пседа.
Мы сегодня начинаем, это был Малгобекский район, и вплоть до 27 числа будут идти отборочные этапы по городам и районам. Сунжа, Карбулак, Награни, Астана. И 27 мы уже Далаяндали проведем здесь же финал. Финал республиканской спартакиады среди молодежи до призывного возраста на Кубок главы Ингушетии обещают показать настоящую борьбу и командный дух, в чем сегодня мы могли убедиться. Светлана Томова, Адам Мережков, Магомед Белакиев. Новости 24. Льготный ипотечный кредит под 6% продолжает расти. На эти цели выделено больше 9 миллиардов рублей. Из них пока освоено только 716 миллионов. Об этом заявили в Минтруде России. Программа работает в передовых субъектах, таких как Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. А в регионах, как Магаданская, Мурманская, Карачаево-Черкесская республика, Калмыкия, Тыва и Ингушетия, она не функционирует. Летопись истории рода Кокурхоевых, выставку под таким названием, сегодня презентовали в Музее мемориала памяти и славы в Насыркорте. Представители рода совместно с учеными попытались восстановить родословную, ссылаясь на исторические факты и исследования кавказоведов. Родовое древо ингушских тейпов, как правило, составляет уникальную историческую ценность, но поиск подлинной информации о предках для потомков сопряжен с определенными трудностями. Об истории рода, фактах и документах, представленных на выставке, в своем репортаже расскажет наш корреспондент Зелимхан Калуев. Арапиевы, Халмурзиевы, Мухиевы, Килиматовы, Калиматовы, Арцхановы, Шадиевы, Зауровы и другие. Разные истории, судьбы, лица и фамилии, но одна большая родословная, которая связывает всех Кокурхоевых. На выставке представлены фотографии и биографические документы людей, сыгравших и продолжающих играть заметную роль в истории Ингушетии. Это участники войн, общественно-политические деятели, духовные лидеры, ученые, спортсмены, врачи, учителя и представители многих профессий, которые своим трудом заслужили авторитет как в роду, так и среди ингушского общества. Если, и вот этот тоже факт хорошо всем известен, по истории Ингушетии 18-х, 19-х, 20-х годов материал еще можно найти, то по истории по древней истории или по истории раннего средневековья и вообще средневековья этого материала очень мало. Кокурхой. История, факты и документы. Это выставка проекции книги, написанная Алиханом Килиматовым. Всего родословный Кокурхоевых писатель посвятил 3 книги. К выходу в свет готовится и 4-я. Над этим детищем автор работал 3 года. Им были использованы археологические сведения, взятые из трудов известных кавказоведов, истории древности и раннего средневековья. Очень тяжело достались они. Пришлось обращаться как в Енисейск, так в Минусинск, Иркутск, Братск, Тбилиси, Ленинград, куда, где только, кому только не обращался. Главная цель была не то, что просто взять и описать, а сделать, чтобы это было правдиво, чтобы не было никаких там мифов, легенд, чтобы не было. Действительно, книга называется «Кокурхой. Истории, факты, документы», чтобы они 100% отвечали названию. Мы по зору предпочитаем ссылку. Немногие знают о трагедии высокогорных сел Кекки и Нилки, жители которых не изменили древнему закону гостеприимства, когда даже на требования князя Андроникова выдать скрывавшегося у них Абрека Зелимхана, имя которого у многих до сих пор на слуху, эти далеко не богатые представители тейпа Кокурхоевых отказались от всех обещаний и льгот, чтобы не поступиться честью своих отцов. Сдацевала адла, ди, хозголок ляца, сдалу гуацвян, табокшна, бартабя, сдацевала ждыса, в 11 году сослабят хо. А койтлах шармают, абяка баст хадай, о, шотстахай Сибири, 2 раза. 44 и вот в 11 году Цуган князь Андроников сослабят за то, что не выдали Абрека Зелимхана. Цунаха дехкидан хамадастха. Она же война адата, война улкады, вой эздел улк дину халра, мухур печату абаб аллацы алч. Ах неплохо, ваша болуч, о неамат дакер, о биркет дакер. Техлин хадиз ждем, Аллах что похвали, бивац, цажмадивы, но хадиз вен, вяни, вяй меттиги, ол хадиз вен, лацы алч.
Летопись истории рода Кукурхоевых. Весь материал уместить в одну выставку не получилось бы даже при всем желании. Однако она будет обновляться. Более того, у организаторов даже родилась идея сделать ее частью проекта передвижных выставок. Исторический наглядно документы, что Азлаца, дал ваша хитр, беркати халдвей, техлин халдвей, миллион дождва. Ама что раздвадцать, хар тейпун худот сасдва хам. Замка ама алардио, но что вы хамаш, децидеш, техлин, бел голдуах, хамаш. Подрастающее поколение муали, сана хадис, истории хадис. Мраком неизвестности покрыта для большинства жителей история о своей родословной семье. Многие с трудом помнят, кем были их прабабушка и прадедушка. Чтобы найти прошлое, порой приходится потратить месяцы и даже годы. Но эти труды не напрасны. Поиск и сохранение исторических корней, восстановление и составление генеалогии своего древа очень важно. Каждый должен иметь свою родословную, записать и рассказать, чтобы другие могли прочитать и поинтересоваться, какие люди, какие знаменитости жили в его роду, его фамилии. Это же интересно. Это, во-первых, памятник своего рода, своей фамилии. Как Пушкин говорил, воздвиг я памятник нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. То есть это тоже, эта книга, там она лежит. Эта книга очень уникальная, я с удовольствием ее читаю. История рода Кукурхоевых, как и абсолютного большинства ингушских тейпов, еще до конца не изучена в полной мере. Белых пятен немало, а такие выставки должны стать мотиватором для изучения своей родословной. Ведь в тейпе каждого из нас определенно есть выдающиеся личности, о которых нужно знать, помнить, рассказывать, гордиться. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Команда из второй Малгобекской школы представила Ингушетию в финале президентских спортивных игр. Всероссийские спортивные соревнования школьников прошли в детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. Всего приняло участие 1680 ребят из 84 субъектов России. За звание победителей состязались дети 12-13 лет, лучшие команды регионов. Соревнования проходили 3 недели по 4 обязательным видам программы: баскетбол, настольный теннис, шашки, легкая атлетика. Плюс дополнительные тег-регби, плавание, спортивный туризм и другие. Сегодня в рамках 39-го международного фестиваля в ГИКа в зале института состоялась премьера фильма молодого режиссера Амура Амирханова. Зрители увидели картину под названием «Сайти, сын Зоули». Показ первой части трилогии проходил с русской озвучкой, но в планах у создателей дублирование на ингушском с английскими субтитрами. «Сайти, сын Зоули» – это картина о единении культур и ценностей, история о горском мальчике и русском офицере. О том, что благородство и достоинство не имеют национальности. История о самопожертвовании и о выборе, о самобытности и уникальном кодексе чести, присущем ингушскому народу. История, явно показывающая все точки соприкосновения ингушской и русской культуры. Мы связались с режиссером фильма, и вот что он отметил касаемо премьеры фильма. Я как человек, который вместе со своей командой, мы как создавали это кино от первого слова там, до последнего кадра, я немножко неадекватно не могу относиться к тому, что происходит, потому что моя оценка все равно будет неудовлетворительной в нашей работе, потому что я всегда хочу, чтобы было лучше. Зрители вроде бы в восторге, пишут, звонят, говорят, что такого еще не было как бы, в ингушском кино. Ингушского кино вообще в принципе нету. По большому счету. Но такого еще не было. Как бы так, популяризации ингушской культуры такого еще не было. Но это приятно. Мы первым делом мы будем отправляться на международные фестивали. Для этого мы там оставим чисто ингушский язык. Сейчас фильм шел с русским переводом, да, голосовым. А на международных фестивалях там будут субтитры на английском и останется чисто ингушская речь. Сейчас мы будем отправлять на международные фестивали по всему миру, туда, где возьмут. Условия крупных фестивалей, Берлин, Канны и так далее, Мюнхен. Дело в том, что право первого показа должно принадлежать крупному международному фестивалю. Пока там фильм не покажется, больше на открытых площадках мы не можем нигде его показывать, как бы, только поэтому. А так, я надеюсь, первым, как только появится такая возможность, я покажу это кино в Ингушетии, потому что кино это создано народом Ингушетии, потому что все, кто нам помогал, обычные люди, они должны это кино увидеть, конечно же.
И я хочу сказать, что это первая часть трилогии, потому что фильм получасовой, фестивальный формат — это полчаса. Если это полнометражный фильм, то там нужно куча бумаг сопроводительных, договоров, прокатных удостоверений и так далее. Поэтому этот фильм получасовой, это первая часть трилогии вообще, которая будет растянута на протяжении всего века. То есть первая часть начала 20 века, вторая часть после возвращения нашего из депортации и третья часть приближенная к современности. Вот над этой трилогией первую часть уже мир увидел. Начинаем работу над второй. 2 ДТП, 5 пострадавших. Такова статистика за минувшую неделю. Ситуация на дорогах региона меняется не в лучшую сторону. Цифры растут, а нерадивые водители не извлекают урок с ежедневных ДТП, происходящих на дорогах Ингушетии. Итог. В лучшем случае травмы, ушибы и искореженные автомобили. В худшем не обходится без человеческих жертв. К сожалению и удивлению, часто виновниками ДТП становятся несовершеннолетние водители. И это все несмотря на многочисленные призывы к бдительности и осторожности сотрудников ГИБДД. Накануне в республике произошло 2 ДТП. Примерно в 2:30 дня на 3-м километре автодороги Сурхаки-Алхасты в результате выезда на встречную полосу автомобиль ВАЗ-21099 столкнулся с автомобилем Honda. В результате ДТП оба водителя, а также несовершеннолетний пассажир с различными телесными повреждениями были доставлены в лечебное учреждение республики. По данному факту сотрудниками госавтоинспекции назначен ряд проверок и экспертиз, по окончании которых будет дана правовая оценка действиям каждому участнику данного ДТП. Очередное ДТП по вине несовершеннолетнего подростка произошло в минувшее воскресенье в городе Карабулак. Уже ближе к вечеру 17-летний житель Назрановского района, находясь за рулем автомашины ВАЗ-2105, совершил наезд на пожилого мужчину, который переходил проезжую часть строго по зебре. У сотрудников правоохранительных органов, естественно, очень много вопросов к законным представителям данного молодого человека, как он оказался в транспортном средстве, почему он имеет допуск на дорогу именно за рулем автомобиля, не имея на то права. По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет вынесено, я так думаю, законное решение, и также будет рассмотрен вопрос о постановке на профилактический учет. И за подобными случаями далеко идти не нужно. Буквально на прошлой неделе сотрудниками госавтоинспекции по республике было зафиксировано ДТП с участием 2 автолюбителей. За рулем одной находился 13-летний подросток, и на этот раз без травм не обошлось. Как владелец транспортного средства, к административной ответственности был привлечен отец ребенка, которому выписали предписание и наложили штраф в размере 30 тысяч рублей. Также в отношении несовершеннолетнего, учитывая, что он не является субъектом правонарушения, то есть не достиг возраста административной ответственности, будет составлен материал, который будет передан на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. Мы будем настоятельно рекомендовать о рассмотрении вопроса о постановке на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетнего данное лицо, так как он совершил административное правонарушение до возраста привлечения к административной ответственности. Срок постановки на профилактический учете составляет не менее полугода. Сотрудники госавтоинспекции в который раз предупреждают владельцев транспортных средств о том, что недопустимо передача управления автомобилем лицу, не имеющим на то права. Такого же мнения придерживаются законопослушные автолюбители, которые не понимают родителей, отпускающих своих детей на дорогу, не думая о последствиях. تباغش بقى برق تباغش ماشي ديزل بيها لا برق سواء ما بقدر يا ماشي واغش و براوج يولج و تمبراوج خلص بقدر يعني ماشي خيتها واتز خرج شيء براوج حخلط ديون خيتها وات تا انا دو خلخت خلطها ما خلطي داي بيل نوانو بيل يجري بيل ويجري بيل تا انا دا ناندواش ازموچب شي ديزل دوالدر ديز از اجر حالت молодёжь сен воду Согласно закону России, управлять транспортным средством имеет право только лицо, достигшее возраста 18 лет, предварительно пройдя обучение в специальной автошколе и успешно сдав экзамен на право управления транспортным средством. В противном случае отсутствие знаний и опыта вождения могут привести к плачевной ситуации на дороге. Сотрудники госавтоинспекции по Ингушетии приводят неутешительную статистику ДТП за минувшую неделю. В Республике Ингушетия произошло 2 дорожно-транспортных происшествия. К счастью, погибших нет, однако ранения получило 5 человек. В том числе пострадал 1 несовершеннолетний ребенок. Сотрудники госавтоинспекции обращаются к жителям и гостям республики об неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Будьте внимательны и предельно осторожны, и безопасных вам дорог.
Зелимхан Калоев, Михаил Тангиев, Адам Далаков. Новости 24. За полгода в Ингушетии более чем на 16% увеличилась доля прибыльных компаний. Такие данные приводят эксперты аудиторской консалтинговой сети «Финэкспертиза». Причем, по данным исследователей, доля прибыльных компаний в регионе растет. За год этот показатель увеличился с 65% до 81%. Также в число регионов с самой позитивной динамикой вошел и Севастополь. В то же время в 16 регионах с убытком сработали 40% компаний. Хуже всего дела обстоят в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области, где убыток показывают более половины предприятий. От 40 до 50% предприятий работает в убыток в Северной Осетии, Астраханской, Ивановской, Костромской и других областях. Сегодня по всему миру празднуется День белой трости. Этот день служит напоминанием обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями. Именно трость стала символом всех незрячих. В нашей республике около 900 слабовидящих и полностью незрячих людей. По России свыше 200 тысяч. Всем им уделяется особое внимание. В регионе успешно функционирует Центр помощи слабовидящим, где обучаются и взрослые, и дети. Здесь помогают адаптироваться, раскрывают таланты и обучают чтению Корана по методике Брайля. Несмотря на отсутствие зрения, эти люди доказывают, что способны на многое. Его произведения получили большой отклик в живописи, театре и кинематографе. Его стихи стали подлинным кладезем для оперного, симфонического и романсного творчества. Многие из них стали народными песнями. Сегодня исполнилось ровно 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. К памятной дате в Музее краеведения открылась выставка, посвященная жизни и творчеству поэта под названием «Певец России, певец Кавказа». Она продлится 2 недели. Выставку посетила и наш корреспондент Дана Плиева. Я счастлив был с вами ущелье гор. 5 лет пронеслось все тоскою по вас. Там видел я пару божественных глаз, и сердце лепечет, воспомнит тот взор. Люблю я Кавказ. Спустя 2 столетия бессмертные строки знаменитого русского классика звучат и из уст подрастающего поколения. Несмотря на юный возраст, семиклассник Исмаил Сагов знает наизусть не 1 десяток стихов Михаила Юрьевича Лермонтова. И все они связаны с Кавказом. Мне нравится, как он выражает любовь к Кавказу, как к своей родной матери. Из-за этого я уважаю этого поэта. На выставку, открытую в Музее краеведения имени Тугана Мальсагова, 205-летию со дня рождения поэта, сегодня собрались учащиеся 2-й Назрановской школы, для которых его произведения уже успели стать любимыми. С ними их познакомил учитель ингушского языка Жемсари Хамхоева, создав в школе поэтический кружок «Увлекательное чтение». Михаил Юрьевич Лермонтов – один из любимых поэтов наших учащихся. Кто не любит Лермонтова? Лермонтов сам любил Кавказ, когда он находился в ссылке на Кавказе. И столько прекрасных произведений у него. Я думаю, что наши учащиеся извлекут себе урок, запомнят, ознакомиться поближе с его творчеством. Сегодня учительница решила посетить выставку с детьми, где подробно рассказывается о жизненном и творческом пути поэта. Родился Михаил Юрьевич Лермонтов 15 октября 1814 года. Мать умерла рано, и 3-летний мальчик воспитывался у бабушки по маминой линии. Поэт получил великолепное домашнее образование, играл на пианино, флейте, скрипке, владел 3 языками, был силен в шахматах и математике. Свою творческую натуру он выражал и в художественной стезе. Его художественные работы, которые он нарисовал здесь, на Кавказе, на военно-грузинской дороге, в ущельях, близких к нашей территории, на этой территории, они показывают не только его как именно певца Кавказа, но и как человека, который умел отразить все, что он видит в красках, в великолепном разнообразии. Половину своей жизни Лермонтов провел на Кавказе, что также глубоко отразилось в его творчестве. За свою недолгую жизнь Лермонтов написал множество известных произведений. «Смерть поэта», «Цири», «Кавказский пленник», «Демон», «Герой нашего времени». Почти все они включены в школьную программу. Знакомиться с творчеством русского поэта, писателя, прозаика, драматурга школьники начинают, уча наизусть такие стихи, как «Парус», «Утес», «Тучи». Произведение поэта, в котором сочетались острые социальные темы с философскими мотивами и личными переживаниями, стали знаменитыми еще при его жизни и не теряют своей актуальности и по сегодняшний день. Зачитывается ими и наша молодежь.
В кругу моих друзей очень любят Печорина. Произведение героя нашего времени вообще их любимое. Но мне не нравится, что современная молодежь, многие из нас олицетворяют себя с Печориным. По мне так, мы не похожи на него. И я не думаю, что его нужно оправдывать или жалеть. Еще мне очень нравится поэма «Демон». Стоит отметить, что Лермонтов начал писать в 14 лет, и уже тогда он писал написал свою пьесу «Испанцы», написал пьесу «Цыгане» и «Menschen und Leidenschaften». Это действительно очень интересные произведения, и по ним можно узнать о том, какая была личная драма Лермонтова, потому что они очень автобиографичны. Стихи и произведения классика Золотого века оказали большое влияние на виднейших русских поэтов и писателей уже Серебряного века. Любимые произведения цитируют ингушские поэты-современники, деятели в области искусства. Его труды переводили на самые разные языки многие видные ингушские поэты. 5 лет назад в Назране открыли сквер имени Лермонтова и установили памятник в честь классика. Сотрудник НИИ гуманитарных наук имени Ахриева и большой почитатель творчества поэта Марем Елхароева делится, как произведение любимого мастера пера всех народов Кавказа. Наши соотечественники переводили на турецкий язык. Недавно мне из Москвы привезли в подарок книгу Магомеда Катиева, где он перевел 3 произведения: «Цири», «Беглец» и «Исмаил Бей». Настолько он любил Кавказ и писал такие трогательные, задушевные, прекрасные стихи, посвятил Кавказу. И поэтому мы очень любим Лермонтова. Погиб Михаил Юрьевич Лермонтов на 27-м году жизни. Но сам поэт жив, пока живы его произведения. А стихи и поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова, по мнению всех героев этого сюжета, будут любимы еще не одним поколением читателей. Дана Плиева, Магомед Аскиев, Новости 24. Еще одна памятная дата. Выдающийся поэт прошлого века, автор более 20 сборников на ингушском и русском языках. «Мать поет», «Эхо в горах», «Утренние мысли», «Горская песня» и многих других. Один из самых талантливых представителей ингушского народа. При жизни признанный классиком литературы все это о Джамалдине Яндиеве. Ему сегодня исполнилось бы 103 года. Он был награжден орденом «Знак почета», а с 2006 года имя выдающегося ингушского поэта Джамалдина Яндиева носит Национальная библиотека Ингушетии. Ингушский борец Мухаммад Плиев одержал победу на открытом турнире по грэпплингу. Турнир European Open проходил в подмосковных Мытищах и собрал под свои знамена более 100 спортсменов со всей России. В своей весовой категории 71 килограмм Мухаммад не оставил шансов опытным соперникам и забрал золотую медаль. Дары осени. Традиционная для этого времени года выставка-ярмарка прошла в 12-й школе Назрани. Представлены изобретения учащихся, предметы декоративно-прикладного искусства, сделанные руками школьников, а также кулинарные шедевры. Торговые прилавки и столы были оформлены словно на праздник, а цены радовали потенциальных покупателей. Организаторы мероприятия – руководство общеобразовательного учреждения совместно с родителями школьников. Репортаж Микаэла Тангиева. Учащиеся местной школы с особым энтузиазмом продавали различные сувениры, сделанные своими руками. Также на выбор случайного покупателя были представлены десятки кулинарных шедевров ингушской кухни. На подготовку всего этого у ребят ушло более 2 недель. С любовью все собирали, все пекли, долго готовились. Что у вас здесь есть, расскажи? Тут есть выпечка разная, соленья, варенье, разный декор. К подготовке ребята отнеслись очень серьезно, тщательно продумав свою экономическую стратегию и просчитав рентабельность собственного производства. Учащиеся, как и положено в таких случаях, обратились со своей бизнес-идеей к крупным подрядчикам в лице собственных родителей. Наши родители постарались, кто что дома приготовил, кто кексы, кто торты, кто вот такие вот фрукты украсил. Представляем разные компоты, варенье, то, что родители делали, солили. Дорого все у вас здесь? Нет, почему? Ниже рыночных цен.
Молодых предпринимателей на ярмарке оказалось и вправду много. Каждый из ребят пытался как можно лучше представить свой стенд и продать собственные творения по наиболее выгодной цене. Но все же деньги тут не главное. Куда важнее, что самим ребятам эта акция приносит массу позитивных эмоций. Разнообразные сладости, фрукты, овощи, домашняя выпечка и многое другое. От обилия разнообразной продукции, представленной на этой ярмарке, невольно разбегаются глаза. Абсолютно каждый может прийти и понаблюдать за всей этой красотой, но и купить что-то для себя, если вдруг приглянется. Сколько стоят у вас булочки? Эти? Вот эти булочки сколько стоят? 50. На, держи. Пожалуй, самые главные покупатели на этом мини-рынке – это родители начинающих бизнесменов, которые пришли не только поддержать своих детей, но и самим присмотреться к широкому выбору представленной продукции. И пускай не все из приобретенного им было необходимо, важнее подарить ребятам радость от покупки товара именно у них, считает Маутхан Бекбузарова. Праздник нравится. В прошлом году прошел точно такой же праздник. Что дети, что покупатели, что работники остались довольны. И в этом году все так же. Организовано очень хорошо. Дети подготовились, ждали, если честно, эту ярмарку. И родители тоже приняли свое участие. Каждый стол тематически оформлен. Активное участие в подготовке этого мероприятия принимало руководство школы, которое очень высоко оценивает важность проведения таких праздников. К тому же это не первая подобная ярмарка в их школе. В силу того, что детям было очень интересно, они проявили большой интерес к этому мероприятию, мы решили его в этом году повторить. Вы вот сами наблюдаете, сами видите, насколько с большим рвением и интересом проводится сегодняшнее мероприятие, где задействовано практически с 1 по 11 класс. Все очень заинтересованы ею, огромное количество детей хотят заработать деньги и, в свою очередь, пустить на нужды нашей школы. Такая благотворительная акция у нас идет. Абсолютно весь товар разлетелся за каких-то полчаса, что говорит о развитых предпринимательских навыках у ребят. Ну а завершилась школьная ярмарка под зажигательные ритмы ингушской лезгинки. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.